Я когда на СВО заходил, у меня был очень хороший старший начальник, начальник штаба батальона он был. У него был позывной «Москва». Ну, вообще, как принято, то, что вот на должность становишься, у нас закрепляются определенные позывные еще с мирного времени. Ну, я начальником штаба батальона заходил и стал Москвой. Причем так сложилось, что я вообще на все в нашем направлении еще единственный Москва. Вот как кто бы так ни говорил, вот один сразу, Москву все знают. Вот так оно и закрепилось. Хотя все говорят, типа, ну, наверное, с Москвы. Я говорю, нет. Ты командир, обучался этому делу. Расскажи, пожалуйста, про своих ребят, откуда они? Вообще контингент абсолютно разный. Ну, даже земляки находились. Ну, это было давно, конечно, в 22-м году еще. Вот с Якутска попадались. Вот пока давненько не видел. А так вот вообще разные регионы, абсолютно, начиная вот чуть ли не от Калининграда, заканчивая там этими Курильскими островами. Ну и возраст тоже со всех разный. Начиная от самый молодой был 19, самый старый 65. У меня обычные были люди, ну и зетки, ветки тоже были, но не таких в огромных количествах. Теперь немножко о себе. На гражданке, чем увлекался, я звонил в свою школу, сказали всего пару слов. Да я был на самом деле простым хулиганом. Ну, обычный пацан, который вот рос вот такой в школе, хулиганил, с уроков бегал, все вот как обычно. Ну, тяжелая атлетика у меня была, плавание, дайвинг. Ну, дайвинг это вот от отца пошел, он увлекался в свое время. Да и сейчас увлекается. И вот у меня максимальная глубина была в 14 лет 56 метров. Уже, то есть не каждый даже взрослый этим похвастается. Когда возвращался в Якутск, ты тут давно не был? Какие изменения первые бросились в глаза? Да, он вообще сильно изменился. Я, наверное, полдня еще понимал, вот особенно вот у вас улица появилась сейчас, вместо автодорожной стала на проспект Николаева. Там же появился мост туда вообще. Меня туда привозили, я такой думаю, что за мост? Когда? У нас тут вроде воды даже не было. Что-то так вспоминаю, а потом только сообразил, что вот уже все перестало. Да, очень сильно изменился город. Вот вроде всего 13 лет прошло, а такие колоссальные изменения. Даже вот напротив стадиона Туймада, там обычно, я помню, вот такие старенькие дома, рынок крестьянский был сразу. Тут хоп, уже такие высотки многоэтажные, 25-этажные, думаешь, вообще новый район абсолютно. А какие воспоминания у тебя были о Якутске, вот, когда, может, ты его иногда вспоминал? Да не, я его периодически вспоминал, тут так-то все-таки основное детство-то у меня здесь прошло, как ни крути, со 2 класса по 9 включительно. Тут природа, у меня отец всегда вот вытаскивал, вот у нас лето начиналось, у него отпуск начинался. Все, вот он меня с одноклассником, моим лучшим другом брал за шкирку, все, поехали там на озеро, Красное озеро, там куда-нибудь под Аймикон поедем нырять, там какой-то самолет упал. Ну, вот так вот постоянно катались, вот много воспоминаний на самом деле. Насколько сложно учиться на офицера? Вообще, как проходит такое обучение? Как туда попасть можно? Да, попасть туда любой желающий может, как говорится, все дороги открыты, если есть желание. Ну, это тяжелый труд на самом деле. Это не, как говорится, из зоны комфорта тебя вытягивают. Вот ты привык же спать, там, захотел в 12 проснулся, а тут тебе такого, как говорится, удовольствия никогда в жизни. Тут и не факт, что ты еще в 10 вечера, согласно распорядку-то ляжешь. Может быть и в 4 ляжешь, а проснешься, у тебя уже в 6 утра на зарядку бежать. Ну, то есть и такие моменты есть. Ну, вот это самый такой банальный пример. А так... Да привыкаешь ко всему, человек ко всему привыкает. Но опять же, тяжкая работа на самом деле. Это вот ты уже никак не свободный человек становишься. Вот все, вот у тебя вот есть вот профессия Родины защищать, вот она у тебя и будет. Ну, расскажи о личном, семье, детей. Ну, жена у меня, детей пока нет. Как-то командировки. Сейчас более-менее... Вроде должно выровняться чуть-чуть, а так что, вот у меня с 24 лет я в командировках постоянно. То вот в Сирии был, сейчас вот уже 3-й год СВО пошел, по сути дела. Привыкаешь, конечно, у меня как-то в отпуск, в прошлом году я в отпуске мало был, меня отпустили в отпуск. Что-то вот в сентябре месяце, и вот я ходил с женой, говорю, вот сейчас приеду к себе домой, типа она такая, все, дом уже это СВО у тебя. Посмеялись. Вот так вот уже. Вернемся все-таки к теме специальной военной операции. Ты заходил с другой горячей точки, получается? Ну, по сути, да. Ну, я приехал, вот в апреле я прилетел,
Мне дали, я сразу подошел к начальнику штаба полка, говорю, все, давай отправляй меня туда, типа, он мне сказал, ты давай, как дуру не гони, как говорится, поспешишь, людей насмешишь, иди в отпуск, спокойно отдохнешь и зайдешь, если вдруг надо будет, действительно. Я уже и так спрашивал, отпуск уже подходит к концу, а ответа еще нету, то есть вроде да, вроде нет. Мне уже командировка опять в Сирию уже спустилась телеграмма, и тут они только вот телеграмма пришла, и они сразу говорят, все, пойдешь? Я говорю, ну, конечно, пойду, я на это учился. И вот я зашел уже оттуда. Заходил командиром роты, буквально доехал до границы, стал начальником штаба батальона. И где-то через 2 недели я уже исполнял обязанности командира батальона. Ну, направление я не могу сказать, конечно. Но после захода батальон вообще был добровольцев. Это первые батальоны, которые сформировались. Вот самый первый добровольческий батальон уже пошел. На 3-й день после захода нам уже поставили задачу на штурм опорных пунктов в лесном массиве. Ну, постепенно выполняли задачу. Ну, где-то за 2 недели мы с минимальными потерями задачу выполнили. Потом нас перебросили в другое направление просто. Ну, задачи, наверное, скорее всего, разнообразные. Да у нас в основном штурмовые действия были. Вот у меня как-то закоремилось вот с 22-го года и по сей день штурмы. Приходилось ли участвовать в стрелковом бою? Конечно. Я всегда говорю, командир, который не почувствовал от этого передка, ты не поймешь, каково солдату напереди. Вот их вообще всегда видно, на самом деле, этих людей, которые вот он привык, что вот он сидит где-то там в километрах 3, вот, допустим. Он сидит в километрах 3, и у него нет нормального представления то, что происходит у солдата в голове и как он думает напереди. Вот у меня у самого ранения в ходе стрелкового боя получилось, осколочное от гранаты прилетело. Вот, штурмовали опорный пункт, у меня товарища просто с соседнего батальона тоже, его в кольцо практически взяли. Ну, я взял своих добровольцев, там уже других. Все, пошли. Выбили опорный пункт, кольцо, мы фланг освободили, все, и вот в тот же день мне руку цепануло. Расскажи, пожалуйста, может быть, самом бое, да, который тебе больше всего запомнился? Ну, это легендарный бой, он везде у нас практически в голове сразу. Ну, их несколько на самом деле. Но вот самый теплый бой это был в августе 22-го года. Это вообще был мой второй стрелковый бой был. И вот мы тогда вообще ходили просто в разведке. Ну, по лесу мы ходили. Лес густой там, то есть в 2-3 метрах ты уже из-за густоты леса ты не видишь вообще ничего от слова совсем. Мы ходили, у нас разделились на 2 группы. Вот, одна группа ушла чуть левее, другая правее друг от друга. В этот момент как раз что-то как-то произошло, то, что мы прошли мимо опорных пунктов противника. То есть мы к ним вообще во фланг зашли, прогулялись 2 километра по лесу, уже вышли на окраины его. Что-то смеемся, говорим, противника нет, как будто лес пустой. Да что так, с кем мы тут воюем тогда? Что-то проходим, уже на обратном пути, я чуть вперед ушел. Группа сзади решила осталась погулять, как говорится. И тут в радейку они мне говорят, типа, все тихо, и начинаем работать. И начался стрелковый бой. В итоге они налетели на опорный пункт противника, а опорный пункт думали, что маленький будет, а в итоге он оказался 800-метровый. Ну, изначально там первый просто опорный пункт, первые позиции, которые они обнаружили, думали, что маленькие, кинулись вглубь, а там уже 800 метров в общей сумме. И все, и они попали в кольцо. И вот я взял еще с собой 6 человек, пошли туда, залетели к ним, чтобы их с кольца вытаскивать. Ну, в ходе боя у нас вышли всего с очень минимальными потерями среди этой суммы. И у них получилось 29 двухсотых и 18 трехсотых. Это вот за это мне и дали орден мужества первый. Это твоя первая боевая награда была? Да, это первая была. Расскажи про остальные награды, что там есть. У меня 2 ордена мужества, 1 за отвагу и остальные такие юбилейчики. 2-й орден мужества. Тоже интересное событие было. Я вытащил уже ЦВ-90, это шведская БМП. Это вот первый такой один из громких трофеев на нашем направлении был. Да и он вообще до сих пор по сей день в Москве катается, как этот, единственном экземпляре. Получилось так, что у меня бойчишка его подбил, и все. И нам поставили задачу, надо его вытаскивать. Он-то целый остался. Ладно, что теперь. Взял своего замкомбата,
Пошли вместе с техником батальона, пошли туда ночью, под утро в 4 утра выползли, дошли до него, нацепили там, ну, приблуду все, которое, чтобы вытащить, сразу на танке подлететь, тросы кинуть и выдернуть. Вот. Через 2 дня мы за ним приехали, как раз дождик начался, там замкомандира полка со мной приехал. Вот. Он очень сильно помог, конечно, в этом плане. Все, быстренько дернули. Нам повезло, что еще дождь пошел, ну, то есть воздух уже был пустой, то есть разведка как таковая не шла. В 5 утра его начали дергать, и к 8 утра мы его вытащили. Вот командующий сказал: вот, держи. Там всему экипажу дали, который непосредственно тоже участвовал, замкомандира полка получил. Ну, за отвагу у меня пришло, это, как ее все называют, окопная медаль. Это был апрель 23-го уже года, это мы вообще поехали. Нам поставили так задачу: езжайте туда, очень далеко от своих уже мест, вообще в соседнюю дивизию, практически в соседнюю армию. Ну, мы собрал весь свой батальон, который только сформированный был, и поехали туда выполнять задачи. И мы только поменяли тот батальон, который мы должны поменять были там на время. И противник понял то, что у нас идет ротация. Вот. И они через 2 дня после нашего захода пошли в наступление. А я как раз в этот момент еще по переду лазил, ну, смотрел, что происходит, какие позиции напереди, какие вот вообще, что происходит, как вот фронт вообще держится. Ну и получилось так, что противник пошел, комбат вообще напереди вместе с отделением сидит. Мы начали отстреливаться. Мне приходилось еще и боем руководить, прям непосредственно у самого переда. Весело было. Вообще, о чем думает человек, даже не боец, не командир, а просто человек, когда напереди ему приходится участвовать в стрелковом бою? Да, на самом деле там мысли быстро тебя покидают. Вот если сам непосредственно бой идет, то ты вообще, в принципе, не думаешь ни о чем. Вот у тебя есть задача, ну, то есть, либо, как говорится, либо ты, либо тебя. Все, у тебя мыслей нету. После этого всего, да, конечно, там где-то поплачешь, где-то посмеешься, ну, там разные моменты, события в жизни бывают. Вот. В оборонительных, если кого-то в обороне люди сидят, то это, в принципе, это повседневная деятельность, ну, это обычная жизнь, только находится под постоянными обстрелами и все, то есть там вообще абсолютно можно и, да, ну, обо всем поговорить, как говорится. Ну, уровень мышления командира от бойца, он, наверное, как-то отличается? Да, конечно, отличается. Не, ну, как говорится, военная смекалка, она бывает у всех, что даже у простого рядового бывает их такая гениальная мысль, что ты порой думаешь: о, ну все, молодец, надо так и делать. Надо уметь людей слушать в первую очередь. Разные вообще моменты, это не обязательно тактики. Ну, по жизненным ситуациям даже где-то, может, что-то подскажут. Ну, вот у меня вообще парнишки были, вот они связисты. Вот они у меня сейчас есть, они вот всю дорогу сидели, у меня связь настраивали, там что-то лепили, и тут они решили уйти с головой FPV-дроны вот эти. В итоге научились за 2 месяца так, что вот они сами их вот просто в обычном окопе, сами его паяют, сами собирают, сами прошивают, и сами на них летают и поражают цель. Вот, пожалуйста, инициатива. Ты участвуешь, получается, на СВО, как бы вообще с самого начала, да? И скажи, пожалуйста, вот к этой дате насколько поменялся характер боевых действий? Да, все изменилось. Я же как-то вот 22-й год мы всегда вспоминаем такими теплыми словами, прям вот, несмотря на все то, что там было очень тяжелые времена, вот прям настолько тяжелые, что порой вот даже сам вспоминаешь, где-то руки будут дрожать, но мы с теплом всегда вспоминаем. А вот 23-й год, он как-то непосредственно, а сейчас все поменялось, то, что все перешло на контроль неба. Вот FPV-дроны, вот абсолютно все поменяли, то есть вот, тем более у противника их столько, что дают о себе знать. Вот на одного человека, грубо говоря, вот штуки по 3-4 могут запустить. То есть уже спокойно не попередвигаешься. Даже, как правило, сейчас стрелковых боев-то толком нету, потому что, ну, видишь цель, FPV прилетело, все, какие там стрелковые бои. Все поменялось, конечно. Вот даже в республике Айсен Сергеевич открыл центр, учебный центр по изготовке и по обучению беспилотных летательных аппаратов. Вот он обучает буквально вот здесь даже. В батальоне есть у вас якутяне, нет? Тебе вообще достается, да, как бы, блага того, что ребята
Да нет, да помогают, помогают. Ну, у меня, к сожалению, нет никого с республики, в соседнем батальоне есть. Вот у него есть, ну тоже немного, ну у нас немножко направления разные, у вас чуть южнее выходит, поэтому у нас не так много людей. Ну да помогают, все, конечно, помогают. Вот сейчас первая партия буквально вот должна на днях прийти, это вот первый Mavi, ну, FPV-шки, которые вот здесь собирают в республике непосредственно. Вот сейчас заодно и испытаем. Какие слова можешь передать тем, кто хочет защищать свою? Да, главное, чтобы думали холодной головой. Это вот я всегда говорю всем. Не поддаваться панике. Да, страшно, всем бывает страшно. Ну, в любом случае тебе будет страшно. Но надо оценивать правильно обстановку. Чтоб учились. Учились, занимались спортом, развивались, ставили цели. Ключевой момент — это ставить цель, потому что ну, без цели нет задачи, нет пути, как говорится. Ну, радовались жизни. Ну, у нас в студии первый раз Герой России. Как ты ощутил, что ты Герой России? Когда осознание этого пришло? Да я скажу больше, оно до сих пор не приходит. Оно как-то, ну, еще такое в плавающем состоянии, потому что толком даже понять не успеваешь. Вот нам вручили, вот, министр обороны нам вручил, буквально через 4 дня мы уже обратно заехали. То есть хоп, надо выполнять задачи. Потом обратно выехали, сейчас вот сюда, а потом опять заехали. Вот сейчас в конце апреля буквально, вот я 25 числа выехал, 26 мы сюда прилетели, сейчас вот 10 опять. Ну, не успеваешь еще как бы понять этого всего. Но все-таки есть ли как бы уровень ответственности? Да не, ну уровень ответственности это уже все-таки это как второе лицо, можно сказать, там после Путина, наверное. Не, ну на тебя, ну это уже пример для подражания по факту. Все тут тебе уже не, ну, нельзя ошибиться. То есть вот в любом случае где-то ты даже дорогу ты не там перейдешь, если вдруг, не дай бог, тебе кто-нибудь там сотрудник ГАИ тебя остановит, он тебе уже скажет, ну как ты так можешь? Все, уже совсем другой уровень. Наш выпуск выйдет в канун великого праздника Победы. Что для тебя этот праздник? Ну, это для меня это вообще, вот я всегда, даже вот в училище, когда учился, вот первый курс, только-только мы поступали, вот как раз вот это вот трудности, то, что лишения пошли, я всегда представлял, каково вообще нашим прадедам, дедам было вот 41 год. А 41 год, вот эта битва под Москвой всегда вспоминаю, там еще погода такая была, минус 40. И вот так стоишь, типа, думаешь, они в таких тяжелых условиях, и тут я, типа, ну, можно сказать, вообще в хороших условиях, и ну, вообще нельзя об этом думать. Все, поплачешь так в доронку, еще вспомнишь эти Великие Отечественную войну, вот это все, вот все истории, еще раз поплачешь, и все. Да это, конечно, это такое нельзя забывать.